Всем привет, друзья! А вот и пятница. Этот день недели всегда наступает незаметно. Вроде совсем недавно мы просыпались от будильника, который знаменовал начало рабочей недели, а теперь мы радостно встречаем ее конец. Для того, чтобы выходные прошли под эгидой хорошего настроения, этот день нам нужно сделать особенно запоминающимся. В этом вам поможет команда программы «Студия 11». Чем же будет наполнен наш сегодняшний эфир? Приоткрою завесу тайны в кратком анонсе. Огромная находка. У Северина Арпа особое чутье на интересности. Водные тренировки во имя здоровья. Как присоединиться к клубу любителей спортивного плавания. 49 мыслей в минуту и возможность предугадывать будущее. Что еще нужно знать о мозге? Для того, чтобы найти необычные места, не обязательно ехать за 3-9 земель. В окрестностях родного города или населенного пункта наверняка найдется парочка, которых вы не видели, а может быть просто не интересовались. Наш Большой Север, он же Северин Арпа, нашел неподалеку от Эшвы кое-что удивляющее. Прекрасное, прохладное ноябрьское утро. Идем по вытяжке. Надеемся добраться до интересного места недалеко от Эшвы, где находится, если можно так сказать, своеобразный памятник природы. Это такая достопримечательность, с которой, надеюсь, мы вас познакомим. Примерно 15 минут на лодке, и вот мы уже на берегу. Дальше двигаемся по лесной тропе. Места хоть и хоженые, но зверя лесного встретить можно. Попадаются свежие следы лисицы, а затем и товарища покрупней. Лось где-то с нами здесь рядышком гуляет. Вот его следы. Где-то там наш лосяш, может быть, глядит на нас сейчас. Внимание! Вот мы и пришли. Посмотрите на эту сосну. Кто скажет, сколько ей лет? Говорят, там наверху живут лесные духи. Смотрите, какое большое древнее дерево. Сколько в нем силы. К слову говоря, сосна считается таким солнечным тоже деревом. Деревом, которое считается энергодонором. То есть можно к ней прислониться, обнять ее, возможно, даже загадать желание, и, возможно, оно сбудется. Его не обнять даже... О, сколько нужно тут человек, чтобы его обнять? Наверное, человека 3-4. Ну, а сейчас я тоже хочу напитаться немного сил. Всем здоровья. Эшвинский старожил Александр Часовской утверждает, здесь не одна такая бабушка-сосна. Она не одна, их штуки 3 здесь. Просто так не обращали внимания, а потом как-то попробовали обнять, а не получается. Ну, по крайней мере, вот эти вот деревья, вот, которые стоят вот вокруг, им вот, ну, вот на моей памяти, им лет уже с 69-го года, так считать. Там 31 и тут 53 года вот этим деревьям. А ту вдвоем бесполезно обнимать. Думаю, столетий 200 лет, наверное, может чуть больше. Я не знаю, это надо со специалистами разговаривать. Внизу ствола у этой дуэни следы ожога. Кто-то из недобросовестных охотников чуть не сжег реликт. Слава богу, все обошлось. По народным поверьям, сосна действительно считается светлым деревом, поэтому из него делают обереги и амулеты. То амулеты, сделанные из сосны, они тоже оберегают от всяких плохих событий. Раньше считалось, что ветки сосны, положенные под порог, оберегают тоже от несчастий, ну и всяких других бед. Но вот эту сосну точно трогать нельзя. Настоящий памятник природы.
Уж сколько сказано о пользе плавания. Во время водных тренировок обмен веществ ускоряется больше, чем на 50%. Это один из самых эффективных видов спорта для улучшения здоровья, настроения и похудения. Думаю, даже этих фактов достаточно, чтобы объяснить такую любовь к тренировкам в бассейне людей по всему миру. Вот уже пару лет в Сыктывкаре функционирует клуб любителей спортивного плавания. Кто может стать его участником и какие есть критерии для вступления туда, все это и немного больше узнала Евгения Кладкевич. Сергей, расскажите, пожалуйста, как же пришла идея создания такого замечательного клуба? Ну, вообще, идея возникла пару лет назад. Вот, а ее предпосылки зародились как раз-таки тогда, когда мы принимали участие по плаванию в категории мастерс в Сыктывкаре. То есть такие соревнования проходят у нас ежегодно, вот, последнее воскресенье октября. Вот, ну и, собственно, мы видели, что с каждым годом количество участников и охват этих соревнований, он растет. И мы начали думать о том, что вот эти соревнования, которые проходят раз в год, ну, это все-таки крайне мало для тех людей, которые регулярно занимаются спортом. Хотелось бы хотя бы там 2-3 раза в год где-то стартовать. Но начали смотреть вообще, что есть у нас в стране, в мире, вот, для таких, как мы. И мы наткнулись на то, что существует такая Всероссийская федерация плавания в категории мастерс, в которой принимают участие спортсмены возраста 25+. Там у них своя разрядная сетка, свои уставы, правила, вот, и регламенты. Поэтому мы начали смотреть, что нужно для того, чтобы стать участниками полноценными этой федерации. А нужно было состоять в клубе, условно говоря. Но у нас в Сыктывкаре этого клуба не было. И решили вот на базе, скажем так, Сыктывкара организовать свой клуб. Ну и тут, собственно, подключился Артем, который нам помог в этом деле. Да, там у нас осталось дело за малым, так сказать. Мы собрались с составом учредителей, обсудили цели, задачи, оформили документы, определились, где будут происходить тренировки, вот, и дали, как сказать, клич, что вот категории пловцов, которым возрастной категории 25 лет и старше, кто либо раньше занимался спортом, кто хочет активно заниматься, пожалуйста, вступайте. Сколько на сегодня в клубе участников? Есть ведь и женщины, и мужчины. Да, у нас на данный момент 24 участника, из них 3 женщин, остальные мужчины. Значит, в клубе у нас 4 мастера спорта по плаванию, 4 кандидата мастера спорта по плаванию, достаточно большое количество разрядников такого хорошего уровня. Но также у нас в клубе среди спортсменов достаточно большое представительство людей, которые серьезно занимаются триатлоном. Триатлон, троеборье, классика. Первый вид в этом троеборье – это плавание. То есть плавательная подготовка должна быть достаточно серьезная. У нас есть в составе даже кандидаты по триатлону. А где можно подробнее узнать вот о вашем клубе? Как вступить еще? Вот какие критерии есть? Наверное, всем было бы интересно, а вообще, как быстро нужно плавать для того, чтобы стать участником нашего клуба. Я всегда привожу в пример своего коллегу по работе. Вот, ему 50 лет. Вот, он, значит, никогда не плавал в спортшколе. То есть ему технику никто не ставил. Но спорт всегда присутствовал в его жизни, и вот последние 5 лет он стал плавать. И вот буквально в прошлое воскресенье у нас также проходили соревнования, он принимал участие в этих стартах, и проплыл 50 метров за 35 секунд. Я считаю, что это очень достойный быстро. Результат. Вот примерно такого плана люди, спортсмены занимаются у нас. То есть прийти может любой желающий, да, у кого есть сила и желание. Да, сила и желание, есть некоторая подготовка, условно говоря, да, то есть он занимается, плавает, есть желание прогрессировать, да, может быть, даже есть желание принимать участие в выездах, поэтому, конечно, милости просим, приходите, участвуйте. Но вы тоже сами пловцы, причем очень опытные. Вот вы, например, вообще профессиональный спортсмен, да, по плаванию? Наверное, все-таки не профессиональный спортсмен, в спортшколе занимался, и, наверное, последние лет 5-6 практикую это дело, то есть, так, как раз-таки вот эти соревнования, они меня и увлекли, да. В каких соревнованиях вообще вот в последнее время принимали участие? В октябре в категории мастерс проходили 2 соревнования. Одно соревнование было в Кирове. Это областные были соревнования Кубок мастерс. Туда ездили у нас спортсмены, можно сказать, команда сформировалась. Это было середина октября. И в самые последние выходные октября прошли городские соревнования по плаванию в категории мастерс. Здесь, в городе Сыктывкаре.
также было достаточно большое количество участников. Приехало порядка 30 человек. Это сообщество спортсменов, так сказать. Оно такое, так сказать, живое. Люди общаются между собой, стараются ездить в гости, принимают участие в стартах. 30 октября было 70 участников. В принципе, условно говоря, для нас, для нашего города, это такое немаленькое количество. Если возвращаться к критериям, то как таковых критериев нету. Главное, чтобы, как вот сказал Сергей, было понимание, что цели и задачи того человека, который входит в клуб, они, в принципе, совпадают. Каждый ставит свои цели. Главное, чтобы был прогресс и желание у человека как бы прогрессировать в спортивном плане. Знаете, мне кажется, самое главное и самое важное – это, конечно, здоровый образ жизни. И все наши телезрители помнят, что плавание это считается самым лучшим видом спорта, да, для нашего тела. Поэтому занимайтесь, приходите, вступайте в клуб. Ну а вам, Сергей, Артем, огромное спасибо, что сегодня пришли. И побольше вам участников. Спасибо большое. В среднем человеческий мозг выдает 49 мыслей в минуту. Но, как говорят ученые, это лишь побочный эффект его работы. Нейробиологи утверждают, что главная функция самого важного для человека органа – менеджмент организма. Он управляет движением мышц, поддерживает баланс гормонов, перекачивает кровь, помогает нам бороться с заболеваниями и делает еще многое другое каждый момент нашей жизни. Что же еще нужно знать о мозге? В эпоху виниловых пластинок фанаты Битлз заметили забавный эффект. После прослушивания одной из песен группы, еще до того, как игла успевала дойти до следующей дорожки на диске, у них в голове начинали звучать ее первые ноты. Это связано с тем, что мозг моделирует любую ситуацию заранее, а для прогноза сопоставляет сигналы от органов чувств с воспоминаниями о том, что же происходило с организмом в прошлом, когда он подавал похожие сигналы. Мозг всегда все просчитывает заранее, он знает, что с нами произойдет на долю секунды раньше нас. Еще один факт. Если человеческий компьютер устал, чтобы сэкономить энергию, он использует разные уловки. Вот пример. Бегун в конце длинной дистанции падает на дорожку в изнеможении. Кажется, он исчерпал все ресурсы, и теперь ему придется восстанавливаться несколько дней. На самом деле нет. Даже когда вы чувствуете, что достигли предела физических возможностей, в ваших мышцах еще много энергии, а в крови глюкозы и жирных кислот. Усталость – это лишь чувство, которое моделирует мозг, когда ему надоедает бороться с вашим желанием выложиться на полную. Вот почему победитель марафона через минуту поднимается и, как ни в чем не бывало, пробегает круг почета по стадиону. А еще мозг – это единственный орган, который может написать о себе сам. Вот, друзья, такие у нас дела. А мы идем дальше. Находить прекрасное в каждом мгновении нашей жизни – великий дар. Всегда думаю о том, как же повезло тем людям, которые им обладают. А если сейчас это сделать сложно, давайте развивать это в себе вместе. Прямо сейчас я вам покажу фотографии нашей республики, сделанные Владиславом Трушковым. Прямо сейчас у вас есть время для того, чтобы оглянуться и запечатлеть что-нибудь прекрасное. Студия 11 берет небольшой перерыв, но лишь для того, чтобы вернуться в эфир с новой порцией интересностей. Не переключайтесь, друзья. И снова здравствуйте! Мы продолжаем наше позитивное вещание. Какие ягоды на информационном поле Коми собрала наша команда? Расскажу через мгновение. Где бы он ни одолел, лайфхаки, которые помогут справиться со стрессом. Современно о традиционном. Уникальный коми-фолк потрясет энергией звучания. Пышка и воробей. Кто у нас здесь самый внимательный?
Чувство тревоги знакомо каждому. Главное, помните, что нервничать перед важной встречей, экзаменом или даже, например, собеседованием – это вполне нормально. Главное – уметь обуздать эту реакцию организма. О том, как это сделать, расскажет специалист. Есть такая практика, называется граундинг, от английского слова «заземление». Оптимально, когда ты начинаешь отхватывать какие-то 4 образа визуально, то есть заметить одно, второе, третье, четвертое, различить 3 каких-то звука, 1, 2, 3, уловить 2 каких-то запаха, ну и, возможно, еще какое-то ощущение. Может быть, руками прислонившись, прикоснувшись к себе. Таким образом, мы включаемся в настоящее, а именно в настоящем мы и существуем. Не в прошлом, не в будущем, а здесь и сейчас. Тогда в этот момент в настоящем находишься и, значит, уже отодвинул все те выбивающие моменты. Очень важно понимать, что мы живем, пока дышим. И наше дыхание, оно помогает нам как раз взять и очутиться здесь и сейчас режиме. Оптимально начать дышать диафрагмально. То есть, что это подразумевает? Мы делаем глубокий вдох через нос и выдох осуществляем через рот. Тоже достаточно глубокий. Делаем паузу. Опять вдох через нос. Чувствуем, как купол диафрагмы поднимается на 80-85% от максимального. И выдох делаем через рот. Так мы дышим несколько минут. Ну, не меньше 2-5 минут. Если наш мозг захвачен какими-то переживаниями, да, мы какую-то жвачку мыслительную крутим, да, опять же, сосредотачиваемся на дыхании, и ту самую мысль, которая мешает, мы отгоняем, говоря ей позже. Можно проговаривать вслух. Когда мы проговариваем вслух, в этот момент мы начинаем заглушать внутренние диалоги, и это бывает весьма полезно. Песни коми-композиторов в оригинальной аранжировке с живым звучанием и коми-народные песни. Где же все это можно услышать, спросите вы, а я вам отвечу. На уникальной программе «Коми-фолк», которая пройдет в Сыктывкаре. Подробнее об этом накануне нам рассказала гостья нашей студии, актриса Национального музыкально-драматического театра Республики Коми Ангелина Смирнова. Ангелина, давайте для начала с вами поговорим о фолке. Такое необычное все-таки направление. И в чем же его суть? Наверное, это отход от таких музыкальных традиций. Думаю, да, это определенная стилистическая аранжировка, да, какое-то более современное дыхание вносится в традиционные, ну, в нашем случае, музыкальные номера. Да, я слушала, мне, кстати, очень нравится. Вам как? Я с удовольствием присоединяюсь в эту программу, да. Да. Ну и вот про само представление «Коми-фолк». Расскажите о нем подробнее, в чем же его идея и вот изюминка. «Коми-фолк» — это театрализованная концертная программа Национального музыкально-драматического театра Республики Коми. В чем его отличие? Ну, как мы уже сказали, здесь есть коми-национальные песни в современной обработке, в новой аранжировке, где есть звучание от аутентичного все равно все-таки звучания, да, у нас есть эти куски тоже, до фанка и рока даже в каких-то местах. То есть мы смело пробовали себя в разных абсолютно жанрах. Такое смелое действительно представление, вы правы, очень интересное, да, не каждый день мы можем такое увидеть, послушать, и благодаря чему стало возможным организовать его? Ну, во-первых, это, нужно сказать, что спектакль, который есть в репертуаре Национального музыкально-драматического театра, реализован он при помощи гранта Российского фонда культуры, ну и, конечно, при помощи всех людей, которые служат в нашем театре. Довольно много артистов, да, ведь задействовано? Да, и здесь получается у нас такая смесь того, что и живое исполнение как вокалистов,
живое исполнение музыкантов, то есть у нас впервые представлен классические эстрадные, да, инструменты вперемешку с коми-народными инструментами. Это звучание коми-народных инструментов, это все делается вживую. При этом есть хореографическое сопровождение этого, есть видеоряд, который также сопровождает. То есть каждый номер взаимосвязан между собой, и между номерами рассказывается о традициях и культуре коми-народа, какие-то поверья и так далее. То есть центральная тема — это наша республика Коми, традиции, вот все о нашем регионе, да? Да, конечно. Так как мы все-таки являемся коми-национальным музыкально-драматическим театром, естественно, коми-культура для нас очень важна и ценна. Мы пропагандируем ее, развиваем ее. Важно заметить, что все спектакли в нашем театре идут на коми-языке с синхронным переводом на русский, и что, то есть язык также не является преградой для того, чтобы посмотреть данный спектакль. Сколько номеров всего в программе будет? Всего будет 14 номеров. Вообще, как артисты настроены на этот спектакль? Конечно, настроены положительно. Это интересно, необычно. И все-таки это не просто концертная программа, где идет номер за номером. Да? Здесь есть определенная сюжетная линия, которая выстроена режиссером Семеном Горчаковым. И мы здесь, скорее всего, рассказываем некую историю все равно. И вот вы, как артист, что бы хотели сказать нашим телезрителям, почему стоит прийти, посмотреть на данное представление? Потому что действительно этого нету в Сыктывкаре больше нигде. Это живая музыка, живое исполнение, это хореография, это коми-культура. И давайте напомним, где это будет и во сколько, чтобы никто не опоздал. Да, дело в том, что многие уже знают, что театр у нас временно сейчас кочует по разным площадкам. И сегодня для нас это тоже будет очень необычно, потому что впервые эту программу мы будем играть на сцене Центра досуга и кино «Октябрь» по адресу Советская, 53, 18:00. Спасибо большое, Ангелина. Обязательно придем, посмотрим. Удачи и как можно больше зрителей вам. Большое спасибо. Новые компьютерные игры выпускаются с завидной регулярностью. Некоторые новинки даже ждут всем миром. Почему же люди так любят погружаться в сюжеты, написанные сценаристами, и в реалии, сотворенные разработчиками? Все просто, друзья. Игра дарит удовольствие, помогает превзойти самих себя и раскрывает наши творческие возможности. И так было всегда. Давайте отойдем от компьютерной темы и вспомним игры народные. Такие забавы позволяли развить смекалку и ловкость. С одной из игр, в которой играли на коми-земле, мы вас познакомим в следующем сюжете. Большой популярностью среди молодежных коми-игр были игры на внимание, на чуткость и на ловкость. Я хочу вас познакомить с игрой, которая называется «Пышкой воробей». Игра на внимание и на слух, как у настоящих охотников. Этик-метик, кык-мы, куй-муй, мёль-моль, вид, мит, квать-нять, щижим-мижим, как ямыс, премыс, экмыс, дас. Воробушек Ярослав у нас в центре круга. Остальные все мы идем по кругу, взявшись за руки, и говорим вместе со мной следующие слова. Миян, гажа, сад, ере, локтыс, пышкой, дащиле, пышкой, энвуграв, кодынявостас, тедмав. На кого я показала, должен человек мяукнуть, а пышкой наш должен отгадать. Мяу, мяу. Вот такую игру можно провести среди маленьких детей, а также и среди молодежи, которые знают друг друга. Это у нас была игра «Пышкой», что в переводе с коми на русский означает «воробей». Игра на внимание. Что бы нам сказали наши питомцы, если бы могли говорить? Возможно, что они нас очень любят. Или пожурили бы за то, что в их миске корма всегда немного меньше, чем им нужно. Ну а пока говорить они не могут, взаимодействуют животные с прямоходящими с помощью привычных мяу и гав. Какие-то пушистые пошли дальше и произносят неописуемые звуки. Нет. Голос
Ну, громче. Ты так лаешь? Да. Ну, голос. Не пропустите сегодня на Юргане один из самых ярких творческих проектов осени «Универвидение». Национальный музыкальный проект для молодых артистов собирает самые яркие звезды вузов нашей страны. Трансляцию финала «Универвидения» смотрите сегодня в 18:00. Наш эфир подошел к концу. Пусть хорошее настроение каждый день заглядывает к вам в дом. В эфире была программа «Студия 11». Всего вам хорошего, земляки. До новых встреч. Пока.